Руки прочь от Украины. С таким призывом в адрес НАТО выступили североостинские коммунисты на митинге в поддержку Новороссии. Сотни людей пришли на площадь воссоединения во Владикавказе. Они собрали более 150 тысяч рублей, которые планируют направить в фонд помощи жителям Донбасса. На эти деньги предполагается вывести на юго-восток Украины гуманитарный конвой от республики. Участники митинга также выступили в поддержку антикризисной политики России. Коммунисты предлагают возродить предприятия, заморозить цены на энергоносители ЖКХ, а также снизить минимальные ставки по кредитам. По их словам, в сложившихся условиях всей стране необходимо поддерживать своего лидера Владимира Путина. Когда в твоем доме проблемы, то надо забывать о распрях, забывать о каких-то своих личных амбициях, политических убеждениях, религиозных воззрениях. Тогда люди должны собраться вокруг своего лидера и сделать так, чтобы в стране проблем не было. В хозяйствах Моздокского района начался весенний сев. Накануне житницу Северной Осетии посетили руководители Министерства сельского хозяйства республики. Они встретились с аграриями, проинспектировали поля и приняли участие в итоговом совещании по подготовке посевной кампании. За прошлый год в хозяйствах Моздокского района валовой продукции было произведено на 12% больше года предыдущего, и в текущем сезоне аграрии снижать темп не намерены. У вас есть подвижки по линии мелиорации, в частности, Терский индивидуальный предприниматель Кабиса в прошлом году ввел 541 гектар орошаемых площадей. Ему была оказана большая государственная поддержка в этом вопросе. В этом году в этой программе у нас участвует КПХ Тицоев, который планирует ввести в этом году 710 гектаров орошаемых земель. Проблемы объектов культурного наследия обсудили на заседании межведомственной комиссии во главе с первым вице-премьером Азаматом Хадиковым. Самым важным вопросом стала сохранность фамильных башен. В Осетии их восстанавливают, но не так активно. Памятники старины отреставрировали в Дегории, Тагаурии и Вологирском ущелье, однако большинство фамильных башен по-прежнему нуждаются в реставрации. В управлении культурного наследия поступило уже 15 обращений от фамильных объединений. Азамат Хадиков заверил, что власти передадут памятники старины представителям тех фамилий, которые обязуются за ними следить. Естественно, это не передается в собственность, это передается в право ведения, так называемое, с участком земли. Если кто-то захочет это сделать на деле, то надо создавать это обычный устав, регистрируется фамильная организация. Вот у нас есть копия этого устава, мы можем помочь в оформлении, делается быстро, чтобы оформить юридически правильно передачу фамилии того или иного сооружения. Члены республиканского парламента, представители религиозных и общественных объединений, а также молодые активисты обсудили поведение молодежи в социальных сетях. Одной из причин проведения заседания явилось распространение различных сообществ с недопустимым контентом. Существование огромного количества сообщений, где процветают пропаганда наркотиков и терроризма, оскорбления и травля в сети, разжигание межнациональной розни и открытый национализм вызывают беспокойство у многих общественных деятелей. Докладчики призывают жителей республики обратить внимание на эти проблемы. Особенно внимательны должны быть к своим чадам родители. Зачастую они даже не знают, что дети проводят в социальных сетях огромное количество времени, рискуя стать жертвами интернета. Вопрос необходимо решать и на государственном уровне, привлекая педагогов и психологов. Как решили участники круглого стола, необходимо создание безопасного интернет-пространства. А для этого они будут отслеживать сообщества с негативным контентом и делать все, чтобы информация не распространялась дальше. Для решения этой проблемы будут привлекаться и спецслужбы. Цель нашего круглого стола – мы хотим создать совет на базе экспертного сообщества Expert Club, который бы боролся с негативными контентами в интернет-пространстве Республики Северная Осетия-Алания. К сожалению, таких негативных контентов у нас немало. И сама молодежь, нужно заметить, инициировали это, нас поддержали старшие коллеги, это парламент республики, также Общественная палата республики и молодежный парламент. Во Дворце культуры селения Октябрьское состоялось торжественное празднование Дня защитника Отечества. Мероприятие провели с опозданием из-за всплеска вируса гриппа. Под аккорды гимна России знаменосцы вынесли флаг государства. В числе гостей представители органов внутренних дел, призывная молодежь и школьники. Ветеранов труда, воинов-афганцев и тыловиков поздравили танцевальные коллективы республики, военный оркестр ФСБ и звезды местной эстрады. Мы, как дети войны, ветеран Великой Отечественной войны,
Мы обязаны и учим детей к этому патриотизму, к любви нашей Родины, своего района, села и так далее. И победа это имеет огромное значение. Ведь советская армия защитила не только Россию, не только Советский Союз, но весь мир от фашистской чумы. Сборная Северной Осетии по вольной борьбе усиленно готовится к соревнованиям. 27 марта в Улан-Удэ наша команда примет участие в первенстве России. В рамках подготовительного сбора под руководством опытных наставников занимаются 50 борцов, однако в столицу Бурятии отправятся только 35 из них. По словам тренеров, проведена большая работа над ошибками, наставники остались недовольны выступлением вольников на первенстве СКФО. Удачное выступление наших ребят на первенстве страны поможет дать необходимый толчок для возвращения лидирующих позиций осетинской школы вольной борьбы. Ребята все пока готовы, наверное, на 70%, к концу сбора. Я надеюсь, что все будут готовы, в общем, подойдут к пик-форме. Мы надеемся, что выступим на высшем уровне. Я уверен в этом, что наши ребята нас не подведут.